Сәлеметсіз бе достар? Назарларыңызға 3 сыныптың орыс тілі сабақ номер 40. Добрый день, друзья! Вашему вниманию урок русского языка, 3 класс, урок номер 40. Батыры Великой Степи. Итак, урок номер 40. Батыры Великой Степи. И сегодня на уроке ты сможешь использовать падежные формы слов один, одна, одно, использовать предложения с союзами и, но по предложенным моделям. Итак, Великая степь. Запишите в тетради. Упражнение номер 1. Рассмотри рисунки. Что ты знаешь об этих батырах? Бугимбай батыр, Кабанбай батыр, Райымбек батыр. Итак, задание 1. Что ты знаешь об этих батырах? Бугимбай батыр – один из самых известных казахских батыров, военачальник и защитник народа. Кабанбай батыр – его настоящее имя Ярасыл, он получил прозвище после схватки с дикими кабанами в 16 лет, победил джунгарского богатыря Дулан-Даши, за всю жизнь провел 54 победных поединка. Райымбек батыр – герой, известный своими подвигами. О нем существует легенда о роднике, которая появилась после удара саблей о землю. Упражнение номер 2. Послушай текст, определите его тип. Выпишите слова, обозначающие количество и порядок предметов при счете. Кабанбай батыр – великий полководец, его настоящее имя Ярасыл. Кабанбаем его назвали после случая на озере Жайсан. Здесь на него напали дикие кабаны, и он одним копьем убил 2 животных. В 16 лет состоялся первый поединок Кабанбая с джунгарским богатырем Дулан-Даше. Кабанбай одержал победу. За всю свою жизнь он провел 50 победных поединков. Поединок жекпе-жек. Итак, давайте выполним второе упражнение. Нужно было определить тип текста и выписать имена числительные, которые отвечают на вопрос «сколько» и «который». Тип текста повествовательный, слова, обозначающие количество и порядок: 1, 2, 16, 1, 54. Итак, здесь нужно прочитать и запомнить, как склоняется слово «один» по падежам: один, одного, одному, одного, одним, об одном. Это в мужском роде, в женском: одна, одной, одной, одну, одной, об одной. И средний род: одно, одного, одному, одно, одним, об одном. Это нужно запомнить, написание данного слова. Упражнение 3. Запишите, вставьте нужные окончания. Проверь себя по таблице. Опиши устно ситуации, где можно использовать данные пословицы. Итак, давайте ставим нужные окончания, и я объясню вам смысл. Одна пчела немного меду носит. Одна. Итак, эта пословица означает, что один человек не способен сделать большую работу в одиночку. Часто употребляется, когда нужно подчеркнуть важность коллективного труда. Так, второе. В одно ухо впустил, в другое выпустил. Одно. Окончание «о». Так, о пословице. Говорят о человеке, который не запоминает или не воспринимает услышанное всерьез. Используется, когда хотят подчеркнуть, что собеседник делает вывод из сказанного или не обращает внимания на советы. Так, третье. С одного удара дуб не свалишь. Одного. Так, означает, что большие трудные дела требуют времени и усилий. Употребляется, когда говорят о необходимости терпения, настойчивости и систематического труда для достижения цели. Четвертое. Одна книга 1000 людей учит. Одна. Окончание «а».
Так, и о чем данная пословица? Она подчеркивает ценность знаний и силы книги как источника мудрости, что используется, когда говорят о важности чтения и образования. Пятое. Одним глазом спи, а другим стереги. Означает, так, здесь одним им, и смысл. Она означает, что даже во время отдыха нужно оставаться начеку. Употребляются в ситуациях, когда требуется осторожность или бдительность. И шестое. Одно дело делай, другого не порти. Одно. Советуется аккуратность и сосредоточенность. Лучше качественно выполнить одну задачу, чем попытаться делать несколько и испортить их. Итак, упражнение 4. Прочитай легенду о Батыре Райымбеке, выпиши выделенные предложения, подчеркни в них союзы. У Батыра Райымбека было большое войско. После долгой битвы воины захотели пить, но воды нигде не было. Тогда Батыр Райымбек размахнулся и ударил саблей по земле. Из земли забила струя прохладной воды. Наши воины напились чистой воды и победили врага. А родник существует до сих пор, и он называется родник Батыра Райымбека. Объясни значение слова «родник», проверь себя по толковому словарю. Выполнение задания номер 4. Так, задание нужно было выписать выделенные предложения и подчеркнуть в них союзы. Итак, первое выделенное предложение. После долгой битвы воины захотели пить, но воды нигде не было. В данном предложении союз «но». А второе предложение. Родник существует до сих пор, и он называется родник Батыра Райымбека. Здесь союз «и». Так, и тут тоже было из 4-го задания, нужно было объяснить значение слова «родник». А родник – это источник чистой воды, который естественным образом выходит из-под земли. Итак, правило запомни. И, но – это союзы. Қазақша шылаулар. Союзы нужны для связи слов предложений. Они могут соединять два предложения в одно. И упражнение 5. Составь из двух предложений одно, используя один из союзов и, но. Давайте выполним это упражнение. Итак, в 7 лет Кабанбай потерял отца. В 16 лет Джунгару убили его старшего брата. Давайте соединим его с помощью союза «а». Кабанбай в 17 лет потерял отца, а в 16 лет Джунгару убили его старшего брата. Второе. Имя Кабанбай известно всему казахскому народу. Оно стало символом борьбы казахов с врагами. Итак, давайте соединим с помощью союза «и». И у нас получится имя Кабанбай известно всему казахскому народу, и оно стало символом борьбы казахов с врагами. И в-третьих, настоящее имя этого батыра Ерасыл. Народ назвал его Кабанбаем. Так, настоящее имя этого батыра Ерасыл, но народ называл его Кабанбаем. Итак, упражнение номер 6. Дополни синквейн. Итак, синквейн мы составляем. Первое у нас слово существительное, потом два прилагательных, 3 глагола, 4 предложение и 5 мы называем одним словом. Ну вот здесь можно добавить батыры, какие смелые, отважные. Глагол у нас уже есть, защищали, сражались, победили. Предложение. Батыры, герои народа. И 5 одним словом, герои, можно также их защитниками назвать. Так, упражнение номер 7. Ребят, вы всегда пишите в комментариях, где упражнение 7, где упражнение 7. Допустим, на прошлом там было написать легенду своей местности. Мы же не можем у каждого узнать легенду, какой местности писать. Ну вот здесь упражнение 7. Найдите в дополнительных источниках при помощи родителей информацию о Батыре Бугимбае. Подготовьте устное сообщение.
Бугенбай-Батыр – великий защитник казахского народа. Бугенбай-Батыр был выдающимся, так, здесь годы 1680-1775, был выдающимся военно-начальником, полководцем и героем казахского народа. Он играл ключевую роль в борьбе против джунгар, которые угрожали казахским землям в 17-18 веках. С юных лет Багимбай участвовал в сражениях, а позже стал главнокомандующим войсками казахского ханства. Его военная тактика, храбрость и преданность народу сделали его символом национального сопротивления. Основные факты об Багимбай-Батыре: воспитывался в знатной семье рода Канжигалы, племени Аргын. Впервые проявил себя в бою уже в 17 лет, был доверенным военачальником ханов Тауке, Аблая и Абулмамбета. В 1726 году участвовал в легендарной Анракайской битве, где казахские войска нанесли сокрушительное поражение джунгарам. Руководил обороной казахских земель на протяжении более 50 лет, участвовал в дипломатических переговорах между казахскими ханами и соседними государствами. Его смерть в 1775 году стала большой утратой для казахского народа. В честь Бугенбая были воздвигнуты памятники, а его имя вошло в казахские народные предания. Его потомки хранили его военные доспехи и меч как символ храбрости и национальной гордости. На этом все. Не забываем подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч, ставьте колокольчики.